Her bir hujabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня наша программа, я уверен, будет особенно интересна всем любителям тенниса. Встречайтесь, сегодня с нами готовит легенда отечественного тенниса, президент Федерации тенниса Российской Федерации Шамиль Тарпищев. А также, дорогие друзья, Шамиль Иванович, приветствуем вас. Встречаем директора Казанской академии тенниса Нугманов Равиль Уелович из Самисес. Равиль, приветствую вас. Вдвойне приятно, когда здесь два человека, один из Татарстана, один из России, и оба жить не могут без тенниса, я уверен, без татарской кухни. Я правильно представляю? Ну и оба татары, конечно. У нас 3 татарина на кухне сегодня. 2 спортсмена, ну, один камыр-батыр пусть будет. Шамиль Тарпищев, теннисист, президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета, доктор философских наук, профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер СССР и России. В 8 лет Шамиль пришел в теннис, получил образование в Государственном Центральном институте физической культуры, многократный победитель российских и международных соревнований по теннису. С 1974 года Шамиль Тарпищев перешел на тренерскую работу. Был старшим тренером сборной Советского Союза, капитаном команд СССР, СНГ и России. В 1992 году Шамиль Тарпищев занял пост советника президента России по физической культуре и спорту. А с 1996 года Шамиль Тарпищев представляет Россию в Международном олимпийском комитете. Курирует программу развития тенниса в Республике Татарстан, утвержденную президентом республики. Равиль Нугманов, вице-президент Федерации тенниса Республики Татарстан, директор Казанской академии тенниса. Родился в 1968 году в Лениногорске. Закончил Альметьевский техникум физкультуры и Московскую государственную академию физической культуры по специальности физкультура и спорт. Чемпион ТАССР по плаванию и летнему многоборью ГТО. Серебряный призер чемпионата РСФСР по летнему многоборью ГТО. Чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по плаванию в категории мастерс. Мастер спорта России. С 2011 года возглавляет Казанскую академию тенниса. Спасибо, что пришли. Спасибо. Рассказывайте, что любят кушать наши теннисисты татарские? Ну, наверное, если взять историю еще в Советском Союзе, что у нас козы или конина был стратегическим продуктом на всех соревнованиях. Потому что энергетически очень емкий продукт и помогал нам в соревнованиях. А вообще, если говорить по истории, то у меня бабушка вообще очень плохо говорила по-русски. И основное блюдо это пирамяч было, хорошо делала чак-чак, хворост. И беляши, наверное, были самым традиционным блюдом, потому что просты в изготовлении и вкусно, и на скорую руку всегда было полезно. Так, ну мы перечислили, я так понимаю, блюда, которые мы не будем готовить. А что же будем? Я думаю, Равиль сейчас ответит нам. Какой рецепт у вас? Я вижу, шпаргалку принес Равиль Уилович у нас. Да, есть такая. Объемная очень. Объемная шпаргалка с рецептом. Что же там написано? С самого детства помню, что когда к нам приходили гости и был какой-то праздник, мы всегда варили зур-балиш. И вот мама дала мне сегодня рецепт этого балиша, и мы постараемся его сегодня приготовить вместе с вами. В большой дружной компании готовим большой вкусный зур-балиш. Итак, у нас есть 2 доски, 2 ножа, и самое главное это тесто. Распределяйте, Равиль, кто что будет делать. Шамиль Иванович, я предлагаю вам заняться начинкой.
начинка, она большая, все, что закладывается внутрь балиша. А я уже постараюсь приготовить. Вспомню, в детстве я помогал маме, еще раз повторяюсь. И я постараюсь приготовить тесто. Это самое сложное, кстати. То есть Прошу. на мясо намекаешь, правильно? Так, Шамиль, прошу вас, давайте, у нас сегодня два вида мяса. Это утка и говядина. Причем бялиш из утки я пробовал, это прям очень сочно, очень вкусно. И я порежу лук. Все-таки вы у нас в гостях, самый сложный, мне кажется, это резать лук. Приступаем. Равиль, расскажите, пожалуйста, нам, какое мы сегодня готовим тесто. Мы берем 2 яйца. 2 яйца. Затем, значит, добавляем соду, сахар, соль по вкусу, также сливочное масло. И все это перемешиваем, после этого добавляем муку. Что я и постараюсь сейчас вам Удачи. демонстрировать. Всем удачи. Я думаю, Можно бялиш. попросить вот Так, это? соль? Ножик. Ножичек, пожалуйста. Разбить могу. Вот пока мы с вами говорим о тесте, посмотрите, наш уважаемый Шамиль как расправляется с мясом. Ровные кусочки. Мясо, оно особенно поддается, когда мужчина его готовит. Согласны? Ну да, наверное. Шамиль, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, вот вы раскройте свой секрет. Бываете на кухне или, может, раньше любили готовить? Ну, вообще, когда сам играл еще, больше приходилось это делать, потому что на сборах я в Советском Союзе с 14 лет сходил разные сборные команды, потом старшим тренером тоже был на сборах, поэтому реально, ну, иногда даже плов удавалось сделать качественный, но хотя это трудоемкое дело, но во всяком случае что-то надо было делать. Насколько правильное питание вот, играет важную роль для, вот, допустим, теннисиста конкретно? Теннис такой вид спорта очень сложный, связанный с тем, что у нас круглогодичный вид спорта, все время пересекаем океан. Одно время Марат Сафин, хорошо вам знакомый, в течение года, играя на соревнованиях, 8 раз пересек океан. И, соответственно, требования к еде и подготовка к матчу, оно очень такое должно быть точечным, в силу того, что постоянная смена еды, воды, климата, климатических поясов. Отсюда проблемы и со сном, и, соответственно, когда готовишься к соревнованиям, если там разница 7-8 часов, то, естественно, перед соревнованием должна быть достаточно легко усваиваемая пища. И поэтому есть особые режимы, когда что есть, что лучше есть. Вот у меня волнительный момент. Я хочу, вот у меня получилась такая масса. То есть вы смешали масло, яйца, немножко сметаны. Соды, сметаны, соль, сахар. И вот осталось у меня положить муку и все это сделать тесто, один большой Комочек. комочек теста, который мы потом разделим в отношении 1/3 и 2/3. Ну, один из моих первых вопросов, который мне самому интересен. Шамиль, расскажите, с чем пожаловали к нам в Татарстан? Ну, вообще, тут, наверное, есть определенная предыстория. То, что теннис в Татарстане был до 1931 года достаточно приличный. А новая эра рождения тенниса в Татарстане началась практически всего несколько лет назад. Ну, наверное, можно точкой отсчета взять универсиаду, который блестяще Татарстан провел. И не случайно на сегодня, как регион Татарстана, считается сильнейшим в России по спорту. Но с этого момента, после того, как были построены прекрасные теннисные корты и создана Казанская академия тенниса, Равиль, которую успешно возглавляет, вместе с президентом Федерации тенниса Селивановским Алексеем, то вот за это 2,5 года работы теннисной академии, представьте себе, что произошло. Во-первых, начался потихоньку бум тенниса в Татарстане. Появились 8 местных воспитанников, ребят и девочек, которые входят в состав сборных команд России. То есть всего лишь менее чем за 3 года уже состав сборной России. И самое главное, что уже доморощенные здесь дети до 13 лет и девочки и ребята выиграли Кубок России в финале в Москве в прошлом году 2-0. И также 19-летние стали чемпионами России. Надо сказать, что мы решили, что вот то начинание, которое было буквально вчера, фестиваль тенниса в Татарстане, сделать традиционным, где будут в рамках чемпионата России подводиться итоги за предыдущий год, намечаться планы подготовки на следующий. Но это некоторое спортивно-развлекательное
развлекательное шоу с участием местных и известных теннисистов. Ну, был Кафельников, это игрок столетия российского тенниса, Мыскина, чемпионка мира, и Куницын, это только что закончивший теннисист, у нас сильнейший парный игрок, который стал тренером сборной. И вот совместно с маленькими звездами Татарстана был легендарный матч совместно с этими великими теннисистами, который собрал, на удивление, небывалое количество зрителей, то есть практически мест не было, и, в общем-то, особой рекламы не было. Но было это приятно, и сразу было, душа радовалась, что теннис пошел в Татарстане. И я думаю, что в ближайшие 5-6 лет ожидает теннисистов Татарстана блестящее будущее. И я надеюсь, что кто-нибудь из них выиграет такие соревнования, как «Большой шлем», Ролан Гаррос, или Англию, Францию, Ну, или Австралию. в составе вашей Или в сборной составе. Кубок Дэвиса, например. Да, и поэтому уже есть кандидаты сборной на следующую Олимпиаду, потому что Рио-де-Жанейро все-таки рядом, а на следующую Олимпиаду, я думаю, что кто-то уже из Татарстана тоже будет играть. Но успехи наших теннисистов, я думаю, заслуга это и ваши, и, конечно же, Равиль Уелович, и все, кто любит и работает на благо тенниса Татарстана. Давайте им поаплодируем. Спасибо. Мы продолжаем готовить бәлеш. Шамиль, пожалуйста, порежьте уточку, утиное мясо. Я порежу картошечку сейчас. Равиль, как у нас тесто? Ну, у меня получилась такая однородная масса, которую сейчас я через какое-то время раскатаю, попробую раскатать на доске, на большой. Я хотел бы сказать о зарождении нашего фестиваля тенниса. Все началось с нашего разговора с Шамилем Анверовичем. Мы с ним обсудили, что фестиваль тенниса пройдет в какие числа. И Шамиль Анварович приехал к нам сразу с корабля на бал, как называется. Он был в Чили. И сразу с самолета он прилетел на наш фестиваль, и он с успехом прошел. Но с Чили это мало связано. Да, сейчас зрители подумали, что Шамиль у нас отдыхал в Чили. В Чили было действительно заседание Международной федерации тенниса, которая выбирала нового президента международной организации, этой могущественной. Ну вот. Но вообще надо сказать о теннисе, то, что теннис на сегодня является второй вид спорта после футбола по многим понятиям. И как зрительский интерес, телевизионный, болельческий. Но самое главное, что теннис является самым имиджевым видом спорта в силу того, что теннисисты играют круглогодично. Каждый спортсмен высокого класса играет 34-36 недель соревнований. Например, с 1 января этого года российскими теннисистами стали победителями международных турниров 524 человека. То есть это значит еженедельно звучит гимн России, поднимается российский флаг во многих странах мира. Это говорит о том, что теннис можно рассматривать как и национальная идея. В теннис на сегодня играет 70 миллионов человек. Это 20 миллионов из них в Европе, то есть 3 человека из 100. А на американском континенте считается, что в каждой семье есть теннисист. Но самое интересное, мы играли финал в Портленде, в одном из штатов Америки. Там на 10 жителей города один теннисный корт. Но мне приятно осознавать, что вот та база, которую мы используем сейчас в Татарстане, теннисная, в Казанской теннисной академии, она уже недостаточна. Потому что желающих играть столько, более 500 детей играют в теннис, и реально не хватает времени для того, чтобы полновесно использовать базу для роста спортивных достижений. То есть не за горами будет в нашей Казанской академии пристрой, как у нас говорят. Да, надо расширяться. Ну и не только в академии, это Алиметис, Буйгульма, набережные Челны. Во всех этих регионах теннис пошел, и надо просто строить. Поддержим, я думаю, нас и наше правительство смотрит, да и мэры городов, я думаю, тоже поддержат. А у нас будет продолжение нашего замечательного блюда зурбалеш буквально через несколько секунд. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня мы раскрываем секреты не только приготовления блюда под названием зурбалеш, но и секреты тенниса. И помогает нам в этом Нагуманов Равиль и Шамиль Тарпищев. Не верится, что такие легенды готовят сегодня со мной. Легенда татарского тенниса, легенда международного тенниса. Хотят есть. Очень хотят. Так, мы с Шамилем продолжаем готовить начинку. Расскажите, Равиль, что у вас там сейчас по плану?
Тесто вроде бы получилось. Мы его делим условно на 3 части. Одна часть, это мы из него сделаем сюрприз. Это будет у нас теннисный шарик, который будет наверху зурбалиша. Это часть верхняя. И вот основная масса. Мы посыпем немножко мукой, чтобы не прилипло. Основная масса у нас будет это вот само тесто, на которое будет начинка. Такое ощущение, что Равиль всю жизнь вел кулинарную программу. Видите, как он медленно, красиво все это говорит. Я вам все-таки передам главный реквизит. Мне надо не опоздать, начинку сделать. Равиль, расскажите нашим зрителям про нашу теннисную казанскую базу. Что это такое? Я постараюсь выполнить движения, которые я помню с детства. Это вот... Сказать про базу. Значит, мы имеем 29 кортов. Это крупнейшая база в России и в Европе. В Европе есть 2 объекта теннисных, которые могут с нами поспорить. Кроме этого, мы в этом году сделали 8 грунтовых кортов, 8 хардов у нас внутри, остальные у нас харды снаружи. То есть мы сегодня имеем полноценную базу для проведения крупных международных соревнований на 2 видах покрытий. Покрытие хард и покрытие грунт. Хард – это жесткое покрытие. В силу того, что погода и условия в разных странах различные, но при даже дожде, после окончания дождя, минут через 20-30 можно играть. Грунт – это традиционно советско-российское покрытие, на котором мы играли и любили играть все наши теннисисты. На нем проводятся открытые первенства Франции. Но все турниры большого шлема, их 4, они считаются чемпионатами мира. Поэтому, в отличие от других видов спорта, в теннисе 6 чемпионатов мира. Это открытый первенство США, открытый первенство Франции, Австралии и Уимблдон. И плюс Мастерс есть, еще командный, Кубок Дэвиса, Кубок Федерации. Поэтому наш мир теннисный, он очень богат на события. И, естественно, та база, которая здесь есть, она одна из лучших в Европе. И можем проводить уже любые соревнования, включая пляжный теннис, который стал новой дисциплиной в рамках Международной федерации тенниса. Как же приятно все это слышать, когда имеется в виду твой родной город Казань. Шамиль, я хочу еще что сказать. Пару слов о вашей работе в Олимпийском комитете. Вы более 20 лет служите на благо России и российского спорта. Как удается удержать позицию? Какие хитрости для этого используете? Вообще, я думаю, что события были очень интересными, потому что, когда развалился Советский Союз, Хуан Антонио Самаранч, маркиз, дипломат, он был послом первым от Испании в России, он был заинтересован в сильной России на спортивном движении, в силу того, что если не было бы конкуренции Соединенных Штатов Америки, то, естественно, интерес к Олимпийским играм упал бы. И мне удалось сделать 3 его встречи с Борисом Николаевичем Ельциным в то время. После этого родилась идея, что все-таки Советский Союз под флагом Международного олимпийского комитета примет участие в Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. И мне было поручено эти Олимпийские игры. Мы выиграли тогда Олимпиаду 1992 года в Барселоне, и еще России удалось выиграть зимнюю Олимпиаду в 1994 году. И вот за заслуги перед Международным олимпийским комитетом и Россией квоту на участие в олимпийском движении международном, одну из квот, Самаранч лично отдал мне. Причем самое интересное, что я был выбран в Будапеште в 1994 году до 2028 года. То есть у вас еще запас большой? Да, на что я рассказал ему такой анекдот, что, в шутку, что одного 90-летнего старика приговорили к 25 годам тюрьмы, и когда ему дали последнее слово, он встал и сказал: «Спасибо за доверие». Самый финальный момент в приготовлении зурбалиша. Сейчас мы берем сковородочку, смазываем ее немножечко растительным маслом. У вас готова наша первая часть теста? Я думаю, что да. Так, пожалуйста, закладывайте его. И у нас начинка с Шамилем готова уже. То есть билет получится в том случае, если я не унесу это. Или тихонечко. Попрошу вместе взять и накрыть эту вот тарелочку. Ба-ба-ба-бам. Закладка. И пока наши уважаемые теннисисты закладывают начинку балиша, есть у меня вопрос. Шамиль, расскажите, пожалуйста, нам, до скольки лет можно заниматься любительским и профессиональным теннисом? Есть какие-то ограничения? То есть после 60 все, нельзя шахматы?
Ну, вообще, о теннисе это особый вид спорта. Во-первых, надо сказать, что теннис – профилирующий предмет подготовки космонавтов с 1972 года, что на Западе нет ни одного посольства, чтобы при нем не было теннисного корта. И, соответственно, играют в любой возрастной группе. У нас даже есть чемпионат мира в возрастной группе старше 85 лет. Старше 85 лет? И у нас есть и дипломат, который в 96 лет играет еще. Но надо сказать, что наш тренер великий Михаил Новик выиграл в прошлом году чемпионат мира в возрастной группе старше 85 лет. Звонит мне из Зальцбурга и говорит: я выиграл одиночку, пару и третье место в смешанном парном разряде. Я говорю: Михаил Борисович, а где тот человек, который вас все время обыгрывал в одиночку? Да он, говорит, умер. Поэтому я и выиграл. Да, я говорю: ну хорошо, а почему ты третий в миксе-то? Он говорит: ну понимаешь, моя партнерша, сволочь, она, говорит, отказалась бегать. Я говорю: а сколько ей лет? Он говорит: 83. Вот видите, друзья, до 100 лет минимум можно заниматься любимым занятием, таким как, например, теннис. Играйте, выигрывайте и наслаждайтесь этой замечательной игрой, как наслаждается Равиль заготовкой крышечки для нашего беляша. Так, у меня крышечка готова. У вас как? Так, мы сейчас вот, помогайте, пожалуйста, Амиль, вот следите за моими движениями руки, мы так вот собираем все это в центр. Да. И я даю вам крышечку, которую мы накрываем. Наш Зур Белеш. Какие гости, такой и Белеш. И теперь вот очень сейчас тонкое такое движение надо. Давайте, вы с одной стороны, я Ну, надо закрыть так, чтобы можно было открыть. Финал большого шлема на ваших глазах, друзья. Итак, но самое главное украшение нашего беляша, мне кажется, вот в том красивом кусочке теста. Третья часть нашего теста. Мы сделали вот такой вот мячик. Это будет теннисный мячик сверху нашего балиша. Балиш готов, шарик готов. Мы готовы его поставить сверху. Но я знаю небольшой секрет. Для того, чтобы было очень вкусно, необходимо добавить масло по старинному, одному из стариннейших рецептов, для того, чтобы мяч быстрее летел на корт. Но, как говорят татары, беляш маслом не испортишь. Ну, а сейчас, кстати, я предлагаю желтком смазать наш теннисный мячик. Он будет более похож на настоящий. Прошу вас. Ой, как же все аппетитно у нас получается. И небольшой декор. Так. Сколько мы готовим, Равиль, наш беляш? По времени? Его надо через 2-2,5 часа попробовать. Итак, дамы и господа, Эбиляр Бабайлар, внимание, отправляем наш Зур Беляш в духовочку примерно на 2,5 часа, и затем будем его наконец-таки уже пробовать. Прошу, ребята. Я помогу. Открываем духовочку. Зур Беляш. Замесили пресное тесто, мясо, картофель и лук нарезали мелкими кубиками. Смешали, посолили и поперчили. Тесто разделили на 3 неравные части. Большую часть теста раскатали для донышка и выложили на смазанную маслом сковороду. Наполнили начинкой, присобрали края к центру, раскатали крышечку и защипали края. В центре сделали отверстие, в которое добавили сливочное масло. Украсили беляш шариком теста, смазанный взбитым яичным желтком, и отправили в духовку на 2,5 часа. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт приготовления зур-беляша, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Прямо сейчас открываю духовку и достаю наш зур-беляш. Прошу вас. Как главный тренер. Да, как главный кулинар. Так, ой-ой-ой, какая красота. Осторожненько. Ребята, посмотрите, шедевр. Теннисный балиш. Уважаемые гости, существует миллион вариаций подачи беляша, но я предлагаю сегодня сделать тот вариант, который мне бабушка всегда накрывала в деревне. Когда мы открываем вот эту крышечку, ее так аккуратненько, и порционно каждому делим. Давайте попробуем. Посмотрите, как все красиво получилось. Ну и масло, которое в шамиль добавили, оно прям, смотрите, можно поливать прям наш беляш. Ой. Приятного аппетита, друзья! После приготовления такого прекрасного блюда мы все понимаем, что мы с вами обречены на успех. Дай бог, Рахмат. Спасибо. Ну, бисмилля рахман рахим, пробуем. Ну как вам, ребят? Ну буквально пару слов Очень для наших хорошо. зрителей. Равиль. Шамиль Андрей. Я даже не могу говорить, я есть еще.
Друзья, готовьте зурбалеш по любым поводам. Это очень вкусное, национальное, уже древнее татарское блюдо. В нашей программе есть такое правило. Вкусно приготовил, получил подарок. Я думаю, Равиль присоединится к моему подарку от нас, от казанцев, татарстанцев. Шамиль, мы вручаем вам за вкусное блюдо замечательную сковородку. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Руслан, вам огромное спасибо от всей Федерации тенниса Республики Татарстан, от Казанской академии тенниса. Мне было очень приятно, мне очень понравилось. Спасибо вам за то, что вы нас так хорошо приняли. И еще раз приглашаю всех в Казанскую академию тенниса для занятий этим прекрасным видом спорта – теннисом. Но я хочу вас поблагодарить, потому что мы не только провели хорошее время и приобщились к традициям татарской кухни, но мы действительно насладились тем, то, что мы сами сделали. И я понимаю, что с вами будущее за нами. Вот так вот, друзья, спорт и кухня, они всегда вместе и неразделимы. Большое спасибо, пожму вам руку. Спасибо вам, Равиль. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Мы любим спорт, мы любим готовить, мы любим вас, друзья. Смотрите нас каждую неделю. Сау, пока-пока.